На старте спортивной и в то же время экологической тропы Пера Богатырь и Ягморт. В Коми-эпосе репутация у них, конечно, разная, но вот популярны они одинаково. Деревянные 5-метровые фигуры специально для этого проекта сделал местный народный умелец. Здесь же информационные стенды с коми-орнаментом. Маршрут пока не успели оборудовать полностью. Необходимо еще установить скамейки, небольшие скульптуры животных и таблички с названиями охраняемых растений. Здесь он будет интересен и с точки зрения краеведения, и с точки зрения экологического просвещения, и с точки зрения просто здорового образа жизни. То есть с применением лыжного спорта, хоть летом походить. Воплотить в жизнь экологическую идею помог народный бюджет. На обустройство экотропы выделили больше 400 тысяч рублей. Ставку на такие небольшие турмаршруты в Сыктывдинском районе сделали еще 3 года назад. Только в этом году по уже существующим тропам прошли больше 1000 человек. На сегодняшний день у нас уже очень хорошо работают сельское поселение Озел, это парное молоко. В этом году открыли в поселке Нючем туристический маршрут «Нюческие переливы». 2 года тому назад уже был открыт туристический маршрут Каргатской легенды в селе Иб. Буквально в этом году тоже еще был открыт один туристический маршрут, это Истоки, это сельское поселение Слутка. Новая экотропа вписалась в большую программу реконструкции республиканского комплекса имени Раисы Сметаниной. Здесь планируют увеличить поток спортсменов и болельщиков. И будет удобно, если после соревнований можно еще и про культуру узнать и природу Северного края. Сама реконструкция главной лыжной арены намечена на следующий год и начнется с газификации. Чтобы мы автономно работали, практически не зависели от различных коммунальных служб, чтобы мы полностью в автономии, так сказать, были. Здесь работы по экологии, то есть мы увеличиваем мощности канализационных наших систем, чтобы мы, так сказать, ничего не сбрасывали, а все уходило в городскую канализацию. Мы готовим новые условия для болельщиков, чтобы они могли в более уютных условиях наблюдать за лыжными соревнованиями, чтобы не мерзли. А еще экотропа станет базой для экологических лагерей и школьных исследовательских центров. Работать юные натуралисты будут под руководством ученых региона. Больших открытий здесь, может, и не сделают, а вот обновить некоторые страницы Красной книги республики вполне могут. Ольга Коняева, Виктория Палкина, Антон Ворожищев, телеканал Юрган, Сыктывдинский район.